Активность жителей Эжвинского района Сыктывкара ускорила устранение коммунальной аварии. В ночь с 19 на 20 декабря по улице Мира на трубах холодного водоснабжения произошел порыв. В результате дорога, тротуары и часть территории 110-го детского сада оказались скованы льдом. О причинах и последствиях узнал Алексей Корчма. Кто бы видел. Короче, отсюда сброс воды. Сейчас минус 25 температура на улице. 20 декабря. Люди вон ездят, прорываются по потокам лавы водяной. Вот так, перепрыгивая бурлящие потоки воды, автор видео рассказывает о потопе. В районе 62-го дома по улице Мира рванула труба с холодной водой. Заливая дороги и тротуары, в минус 25 лед сковывает колеса припаркованных машин. Я еле выехала, правые колеса во льду. Что будет завтра? Кто не спит, выходите, не поленитесь. Все спят. Кто не спит, убирайте машины вдоль дороги напротив подъезда. Там потоп. Час назад звонил в аварийку. Они в курсе, не торопятся. Утром в районе транспортный коллапс. Пешеходы падают, машины буксуют. Центральный вход 110-го детского сада закрыт. Здесь опасно, ни пройти, ни проехать. Часть территории садика подтоплена водой. Я позвонила директору и управленческим составом. Мы приняли решение выставить посты охраны на эту территорию и направлять родителей с проходом к другим воротам. На период восстановительных работ в 5 многоквартирных домах понижают давление подачи холодной воды. 20 декабря аварию на водопроводе полностью устраняют. Но лед на дорожках и тротуаре еще остается. Социальные сети шумят. В то же время сигналы от жителей фиксирует круглосуточная система инцидент-менеджмент, с которой работает Центр управления регионом. Тепловая карта визуально показывает, что в Эжвинском районе всплеск сообщений по теме ЖКХ. Вся информация сразу же передается руководителю администрации Эжвинского района для устранения. Мы принимали экстренные меры силами предприятия «Муржилкомхоз» по ликвидации вот этой ситуации. Там подсыпка чистой солью, потом, соответственно, песком. Сейчас погода у нас потеплела немножко. В принципе, она дает возможность как раз это еще зачистить максимально вот этот нюанс и убрать все неприятные ситуации после вот этой аварии. Проблемные участки дорог и тротуаров обильно посыпают песком. Лед срезают, опасность устраняют. К детскому саду повторно направляется техника. Трактор полностью расчищает проезд. Приехали, посыпана дорога была с солью, с песком. В результате мы смогли уже вчера убрать наледь. И сегодня вот жилкомхоз повторно, вот видно технику, приехали и повторно убрали территорию для того, чтобы уже и детки, и родители спокойно могли ходить по данной дороге, и уже не было скользко и безопасно было. Это лишь один из примеров эффективной деятельности Центра управления регионом, повышения уровня и качества обратной связи с жителями республики. Система инцидент-менеджмент автоматически собирает данные в соцсетях, анализирует региональные проблемы и помогает органам власти на местах оперативно на них реагировать. Алексей Корчма, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.